Сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Паки миром Господа помолимся, заступи, спаси, помилуй, Господи, благодати, пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе
сей воскресенье наше, Господи, слава Тебе. Есть заговорение Божие преображение, и человека спасение проповедует. В храме Божием Дева является, и Христа все предвозвещает. Твоими вели глаз, снова запили, радуйся смотрению, зиждителя во исполнение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Воскресе с гроба, умершие воскреси, и Адама воскресил и сие, великой во Твоем воскресении, и бесные концы торжествуют, ежели святых восстанием Твоим благомилости. Придни, Христо, и благодели помоги, пречистых нас спасов, многоценный черновый дева, священное сокровище славы Божия, дни сводится в дом Господень благодать самодящий, я живу всем божественном, я же воспеваю ангели Божии, сия исцеление небесное. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, спаси, благочести меня. Господи, спаси благочестивые. И услыши и во веки Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. и духове твоему, прокинет глаз СМИ, помолитесь и воздадите Господи Богу нашему. Помолитесь и воздадите Господи Богу нашему. Это во имя
терпением, терпящие друг друга любовью, счастье в жизни единения духа, в союзе мира, едино тело, един дух, яко же призвание Христе во едином уповании, звание вашего, един Господь, едино вера, едино крещение, един Бог и Отец всех, и же над всеми, и через всех, и во всех нас. Братья, имея же первое скиния оправдания, службы святое же людское, скиния возложена быть первая, в ней же светильник и трапеза, и предложение хлебов, я же глаголица святая, повторяй же завесе, скиния глаголемая святая святых, Златом имущий кадильницу, и ковчег завета такова отсюда златом, тем же ставка злата имущая пану, и жезл Ааронов возявший, и скрижаль завета, превыше же его херувимы славы, осияющий алтарь, о них же вместе ныне глаголоте подробно, сим же так устроенным, первую кубоскинию, вынув каждому священницы, службы совершающие, во вторую же единую, в лето единоргией, не бескровием, и уже приносится себе, я людских невежественных. И дух твоему. Аллилуйя, аллилуйя, приди, возрадуемся, Господи, воскликнем Богу Спасителю нашему. Слышишь, и видишь, и преклони ухо твое. Благослови, Владыка, благовестителя, святогославного и всехвального апостола и евангелиста Луки. Аминь. Отпусти святаго Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Рече Господь притчу сию, человеку некоему богату угобзися нива, и мысляше в себе глаголя, что сотворю,
яко не имам где собрать плодов моих. И рече, се сотворю, разорю житницы моя, и большее созижду, и соберу ту вся жита моя, и благая моя, и реку души моей, душе, имаше много благ, лежащее на лето много. Почивай, яшь, пей, веселися. Рече же ему Бог, безумнее, всю ночь душу твою истяжет от тебе. А иже уготовил еси, кому будет, да собирая себе, а не в Бога богатея. Вовремя полно, ниде Иисус, весь некую, жена же некая, именем Марфа, прият его, дом свой, сестра ей, бедрицаемая Мария, еже исшедший при ногу Иисусову, слышавши слово Его. Марфа же молвяще о мнозе службе, ставши же рече: Господи, не брежеши ли, яко сестра моя, едину мя остали служите, рцы оба ей, да ми поможет. Отвеща же Иисус, рече ей: Марфа, Марфа, печешься и молвися о мнозе, едино же есть на потребу. Мария же благую часть избра, я же не отнимется от нея. Бывшие, когда глаголоши сия, воздвигши некая жена глаз от народа, речет ему: блаженно чрево, носившее тя, и сосца, я же еси стал. Он же рече, тем же кубом, блаженни, слышащие Слово Божие и хранящие. Святейшим патриарсе Кирилле, Господине нашим, высокопреосвященнейшим митрополите Варсонофе, и об всей во Христе братья наши. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся о богохранимой стране нашей, властей и воинстве я, за тихое и безмолвное житие Божие, во всяком благочестии и чистоте. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся о братьях наших, священнице священного Анасе, и о всем во Христе братстве наше. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся о блаженных и преснопамятных, святейших патриарсе православных, и об всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и повсюду православных. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи
святую, а вышедшего бы душею укрози, и еже явите спасение Твое, рце Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о Еве, милосердием и милостью, призовите на воинство и на все защитники Отечества нашего, и о еже утвердите нас всех, вере, единомыслии, здравии и силе Духа, Церкви Господи, услыши и милостивно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хочу Тебе, с умилением сердца сокрушенным, Тебе припадаем, из стенящей вопием Ти, исцели болезни, умрачуй страсти, души телес рабов Твоих, болящего протеея Павла, тяжко болящего протеея Константина, тяжко болящего Иоанна, тяжко болящей Ирины, болящих Марии, Сергия, Инны и всех болящих православных христиан, и прости им, яко благосердцем, прегрешение вольное и невольное, и скоро воздвигни от одра болезней, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении посещений, прощения, соления грехов врагов Божиих, Сударев Павла, нашей любви, сочетые сродники, и Дмитрий, Кириллы, Вадима,
ваше, Господи, преклоните. Явиться оглашение не изыдите, оглашение не изыдите, делись
великого господина отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего, высокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, Свято-Троицкого, Александра Невского, Лавры священного архимандрита, да поменет Господь Бог по царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. И священные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священческий монашеский чин притчи церковный, настоятеля братью, прихожан святого храма сего, пасы всех православных христиан, а поменет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Исполни молитву нашу, Господи. Господи, помилуй. О предложенных честных даре Господа помолимся. Господи, помилуй. О святом храме всем и с верой, благоговением и страхом Божиим, ходящих вонь, Господу помолимся. О, избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Дни всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончатели у Господа просим.
Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповем Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную и нераздельную. двери премудрости Его Иже
дыхания духовного, вознеспослед нам божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся. Избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Дни всего совершенно, свято, мирно и безгрешно Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира, у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире покаяние скончати, у Господа просим. Христианские причины живота нашего, безболезненно, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Соединение веры, причастия Святого Духа и спросивши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Да светится имя
Твое вопиваю. Не пришедший призвать праведность грешное на покаяние, и очисти меня от всяких скверных плоти духа, и научи меня совершать ошибки во страсти Твоей, я чистым светнем совести моя святынь в час приеду, соединюсь святого тела Твоего и крови, и имея Тебя во мне живущих, Ты бываешь на сердце святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд не будет причастия причистых животворящих тайн Твоих, не жеда немощь буду души Твоей тело надежды достойно причащайся, но даже предашь до конечного никакой закладе сужденного принимать часть святых Твоих, Бога святого общения на пути живота вечного, и во вкусу света, ответственном здравству судящих Твоих. Я подряд со всеми избранными Твоими буду несдержан Твоих благ, я же готовый любящимся Господи, мне же прекрасный красиво вечер, аминь. Господи Боже мой, пев я конец достоин доволен, да пошел книгишь храма души моей, заметь весь успехал сидеть, и ни что не место достойно, если положь в планете. Но я буду с высоты нас рады, смирилась и себе, смирись имени смирением моему. И я буду восприял и себе в тебе, ясным и словесным вещей, сильно восприми, ясным и словесным, чернетным на телогнете. И я даже не удостоил, если в ними свечеряти согрешили, допустим на продолженного, так и изволю гнете в дом смиренного, продолжение грешное. И я же не отринусь и подобно безумницу грешно пришедшую прикоснувшись к тебе, сердцу на сердце, я мне грешно приходящим прикасающимся, и я же не возмущал все эти сверхи уст, нечестствующихся, не шеба их возмущайся, сверхи воду нечестью, ниже бедствует нечестивости, и сверхи нечестишь моего языка, но да будет легкость и святого, ты делающийся твоя кровь, во освящении и просвещении, здравия, смирения моей души и тела, во облегчении тяжести многих твоих прегрешений, соблюдение всякого духовного действия, во отдании и сохранении славы твоего лукавого обычая, во вершение страстей, спасения заповеди твоих, приложение божественной для благодати и царства Твоение, ибо я презираю Тебе в Христе Божьем, но я подвергаю непричерную славу, и да не на просьбу удаляйся общение Твоего, а смысл Господа Твоего мне буду. Тем же молюсь Тебе, и освети святая владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце через свою Бога, и всего не обнови, и вкорени страх Бога всех моих, и освящение неотъемлемо не сотвори, и будь мне помощника, заступника, контакт мир животного, продолжай присутствовать Тебе постоянно со святыми Твоими, молитвами и молением причастия Твоей, о Матери веществ Твоих служителей причастия всех, и всех святых от века Тебе благоволивших. Аминь. И мне нечестие, не прежде, Господи, с нечестным, милостью выражаю веру, нашим сердцем и евом смешением, если Твоей мачести порочной, Духа Божественного, нашей говорит на самых насущных во Христе Иисусе, премудрости Божией, мире и силы, Твои восприятия, страдания смиренные, грех Божий вследствие, помертвимо нежная страсть вселенная, погребение примада угодивых царствия, погребение благим Божьим лукавое советование и лукавствие разорит, придемшим звоносом воскресением младшего братца восставивает, воздай на грехов Богослуся образом покаяния благаю, призвав к вознесению Господи, обожил восприятие, сие без мир Отца себе не почти, подобными обличастием святых представить Христу часть спасательных поручите. С ним те ушедшие себе Твоего Бога сосудочные, священных и присоделовы, приятные щити мне покажи того пришествия, хотя и памятники судьи все дети правдою, благоволит и мне, вместе тебя на молодецу тебе создать, Твоего сносительства Твоими, ты бесконечно на основе выступаешь, за безначальных и не
будет есть, прежде даже не прийти к тебе осуждения моего, у святах от его жертвенника предстоял пред тобою, и предскажешь перед святыми ангелами твоими, преклони на своей совести, приношу рукам моим беззаконные деяния, являюсь я и отвечаю, видишь, Господи, смирение мое, и оставив все грехи моя, видишь, дьявол, ужасся, плачет, ласковый моя, беззаконие моя, ой, Богу не содержу, и грешность твоих, ой, звонила против души моей, уже обойдется те, внутрь любодейство, гордость, печение, укорение, ум, празднословие, смех, неподобный приятно, красотобесие, объединение, ненависть, зависть, грехолюбие, прелестижание, хаимство, самолюбие, славолюбие, нищение, неправда, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое чувство и всякий умственный, разбив непотребность твоей, делать священную всяких деланий, тебе, Господи, беззаконие, душу новую, но безмерно есть множество щедрот твоих, и милость неотличенная, злобе твоей благости, и не тебе побеждаешь человеколюбие твое. Тем, что причетны целую незлобие, Господи, удиви нас не грешна милость Твоя, покажи благости Твоей силы, и крепость Богословного милосердия Твоего, и обращающийся пред ним грешного, прими меня, яко что я посекутого разбойника, блудницу, прими меня предосмертным словом и телом, и помощью бессмертную, и помышлением бесполезным запишусь Тебе, и я хотел говорить на 10-й час, пришедший приял Еси, ничто же достойно соделавший, дабы прими меня грешного, много согрешив рассудки скверни, все печали Духа Твоего Святого, и огорчив человека любовью мою, и делом слов помышление, ночей во дни, явление, жизнь, явление, болью, жизнь, неволею, и грех я посчитаешь, грехивно предо мной таковую, вековую же мной содержишься, и истязно слово со мною, от тех же раз непрощенно согрешит, но Господи, Господи, да неправедным сон, не живящий Твоим речишь меня, не гневным наказываешь меня, побилось на Господи, не Богу немощно есть, но и болезнь создание, и он по Господи утвердился на мне страх Бог, аша рука, как и Господи, Тебе, Богу, единому согреши, но молю Тебя, не Иисус, рабов моих, Вашему беззаконие наших, Господи, Господи, кто стоит, как Твое мужчина греха, и есть достойный, доволен воззреть, и истину небесную, от множества Господи, их нет числа, всякое злодеяние, коварство, ищение, но безосмыслие, и специальное руководство, рассвете, злополнение, советование других, покаяние, вещь, молитвенное, страстное судебное, и любовь, и раскрыть грехи, и держаться своими, вся грех задев, всякую нечистоту нашу душу мою, и потребен был Тебе, Богу моему и человеку, кто поставит меня всецелая злая, и далеко вашего согрешения, Господи Боже мой, на Тебя уповал, аще есть и спаси дарование, аще побеждает человека любителем, он беззаконие мои, будем и спаситель по щедротах и милости Твоих, послали, оставим, прости, всяк, и либо согрешив, я, многих зло исполнится душа моя, и нет во мне спасения надежды, побил меня, Господи, милость Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, наступи, избави душу нашу от устрашающих призов и людских приятий, спаси меня ради милости Твоей, дорогие, где жил множится грех, пред безобидной благодать Твоя, и воспалю и прославлю Тебя всегда, всяких глаза моего, ибо и сего, избавивший всех искат совершающих, и Тебе славу ссылается безначальстве Отце, и пресвятым, и благим животворящим Твоим Духом, ныне и везде,
со страхом Божиим и верою приступите. Благослови Тебе во имя Господне, Бог Господи, Христа. Верую в Господи, исповедую, яко Ты, Симоисту Христос, Сын Бога живаго, пришед на мир грешный, спасение же веру есть маз, еще веру сей самое чистое тело Твое, сей самая честная кровь Твоя, молюся об Тебе, помилуй меня, и прости прегрешение мое вольное и невольное, я же в слове не ляжавении, не менее, из-под меня сужден, причаститеся причисти Твитает Господи, во оставление грехов и в жизнь вечную. Вечери Твои тайны, если не будут участниками, прими, небо врагом Твоим тайну поведу, не лобзание Тебя, мляка Иуда, но яко разбойник исповедую Тебя, помяни меня, Господи, Отца Светлое. Да не в суд ли в осуждение, в утешение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Воскресный смертный Христос, истинный Бога, молитвы пречистой своей матери всех святых, и святых отца Петра, епископа Константина Драгуна, Устака и всех святых, помилуй и спаси от нас яко блага, и человека любви. Великого Господина Отца нашего Кирилла, святейшего Преосвященного всея Руси, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Отца Лавия, митрополита Санкт-Петербургского Русского, благохранимость нашу российскую, настоятеля братьев и пастыря храма сего
запросами христианы, Господи, сохрани нам многое Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с великим, величайшим христианским праздником, лунодесятым праздником введения во храм Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии. Пресвятая Владычица особо почитается. Мы ко многим святым в молитвах обращаемся, святителю Отче или Святая Блаженная, святый праведный, помилуй. Но ко Пресвятой Владычице мы особое обращение имеем в молитве. Мы говорим: Пресвятая Владычица, спаси нас. В день поминовения Пресвятой Богородицы предлагаются особенные чтения евангельские, в зависимости от праздника. Может быть, икона почитается чудотворная Пресвятой Богородицы. Предлагаются евангельские чтения особенные. Но также за богослужениями читается и особенно евангельское и апостольское повествование. Как и в сей день читается послание апостола Павла к евреям, где поминает апостол Павел ветхозаветную скинию. Что такое скиния? Скиния — это, условно говоря, такая палатка, переносной храм ветхозаветный, где находились ветхозаветные святыни. Какие-то святыни были? Это скрижали завета, Богом данные, это брат Моисея Аарон, его посох прозявший, процветший такой хранился, и сосуд с манной небесной, как свидетельство прямого благоволения Божия избранному народу. И в сей день, и в любой иной праздник, когда мы воспоминаем и славим Пресвятую Богородицу, мы ее именуем как скинию истины, новозаветную скинию. И, конечно, Пресвятая Владычица является прообразом вот этой новозаветной скинии, потому что она является храмом Божества. Когда сюжет этого праздника, он изображен у нас на правом своде храма. Мы можем обратиться и увидеть иконографическое изображение, где юная отроковица была введена в храм Божий. И на самом деле это экстраординарное событие, даже в Библии, потому что обычно мужского пола погибли. А здесь юная, вот эта маленькая девочка вскарабкивалась по ступеням храма. Не как изображено у нас, ступени большие храмы, каменные, множество было. И тоже удивительным стечением обстоятельств является, что ее встретил первосвященник. Это не просто как священник в храме, который встречает всех приходящих. Первосвященник — это не встречал, как правило, людей или подобных. Это тот, кто аккумулировал в себе и власть и духовную, и светскую власть. И это удивительным является тоже прообразом, где сам первосвященник принимает Пречистую Матерь будущую, Марию юную, и проводит на служение Богу. Потому что родители оставили ее в храме, они оставили ее на служение Богу. Такая традиция была, поле. Но Божия Матерь, мы теперь уже понимаем, почему это произошло. Все было не случайно. Потому что через некоторое время она явилась исполнением вот этого древнего обетования, когда она сказала: «Се раба Господь». И явилось исполнение того обетования, благодаря которому все мы с вами здесь стоящие имеем возможность спасения. Она явилась вратами, через которые Господь наш, которого Христос исповедует как истинного Бога, истинного человека, пришел в этот мир и даровал всем нам возможность спасения. И, конечно, вот это введение во храм, все мы с вами здесь стоящие, в подавляющем большинстве, являемся православными христианами и крещены. И тоже когда-то были введены во храм.
либо в зрелом возрасте, либо в юношестве, отрочестве, когда нас, может быть, принесли в храм на таинство крещения. Но часто бывает такое, что даже будучи родителями, мы чада не всегда приходим в храм Божий, не всегда имеем возможность чада перенести частицу благодати, хотя и абсолютно ничего для этого не нужно. Нужно потратить немного лишь времени своего. И мы делаем очень большое дело, потому что мы, приводя чада, мы этот маленький организм, хрупкий организм, который подвержен множеству воздействий, когда дома мы воспитываем это под нашим воспитанием, нашей ответственностью. Но очень скоро этот маленький организм пойдет дальше. Будет соприкасаться с остальным миром, со школьной скамьи, с детского сада, института, взрослой жизни. И множество будет на этот маленький парусник, который плывет по своему маршруту. Очень много бури ветров будет, которые могут сокрушить его, надломить его. И вот наша задача с вами, православных христиан, приводить чадо к Богу, чтобы благодать Божья укрепляла, врачевала, наставляла на долгие, многие и глубокие годы жизни. Потому что наши подрастающие поколения, наши малыши, это будущее наше Отечество в том числе, и церковь наша Христова будущее, будущие священнослужители, будущие леги, певцы, богомольцы, каждый в своей стези, каждый в своем служении, где бы ни находился, какой бы послушание ни был, будет являть служение Богу и ближнему своему. Поэтому это очень важно, дорогие, будем помнить об этом, уповать на милость Божию, а от себя делать все, как подобает православным христианам. Дорогие братья и сестры, и еще один момент особенный в нашей общине, в нашем храме произошел. Мы с вами недавно на этой седмице отмечали память святителя Филарета митрополита Московского. И промыслом Божьим так случилось, что эксгумация, в том числе и мощей, перед прославлением святителя Филарета занимался Сергей Алексеевич Беляев, я понимаю. И потом передал это наследие мощей, который непосредственно принимал участие отцу Николаю, всем хорошо знакомый батюшка в Иоанновском монастыре. И отец Николай, присно поминаем, он, естественно, оставил большое наследие духовное, в том числе и вот такие святые. И, конечно, они достались семье благочестивой. И мы, конечно, благодарим семью Беляеву, сына, внука, которые предстоят в храме Божьем, которые преподнесли в дар Святому Престолу эту частичку мощи для поклонения всех страждущих, богомольцев, всех нуждающихся. И эта икона будет храниться в нашем храме, будет выноситься в день поминовения святителя. И мы все можем приложиться к ней и за благодатью Божьей, соприкоснуться с настоящим подвижником, образованнейшим человеком, своим именем, который переписывался с Пушкиным в стихотворной форме, не уступая в мастерстве. И тем не менее, даже сохранился вот такое, имея образование особое и духовное, такое преемство сохраняя в себе, явился собой святым. Поэтому вот, понимаете, это не было, может быть, 1000 лет назад. Это совсем недавно было в историческом контексте, уж в истории церкви точно. Поэтому мы благодарим вас, дорогие, желаем помощи Божией, храни вас Господь на многие долгие годы жизни. Да, а мы благодарим еще раз Папе за такой священный дар, который будет в нашей жизни. Спасибо. Дорогие, сердечно поздравляю причастников с этим благодатью Божьей в таинстве Евхаристии. Также напоминаю, что подходя к Святому Кресту, мы также можем подойти и приложиться к священному. Послушаем благодарственной молитвы по святому причащению. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе. Спасибо. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, я ради Тебя принял весь крест, и Господи, как это будет святые Твои, Господи, Твои,
Благодарю Тебя, меня достойного причастия причастия Твоих небесных даров, благоволения, но владыка человека, руки нас ради меры Христи, и даровав нам страстное сердце порядке таинства, по благодеянию спасения слушателей наших, дать похисимо мне воинственное служение дело, восстание всех изобразительного просвещения вокруг сердца моего, мир, душевный проект, силами непоследовной любовь нелицемерную, в исполнении премудрости соблюдения заповедей Твоих, приложение божественное Твоя благодать, Твоих царствия присвоения. За возведение Твоей темы сохраняет Твою благодать, поминаю всегда, и никто не тебе живу за Тебя нашим владыцем благодетелю, и также секунду сияние предсладения живота вечного, присослушай достигну покоя, и нежно здравствующих власти престанной и бесконечной славы Трящих прикунется за правдиней светлую, Ты пояснительное желание греховных сил любящих Тя, Христе Боже наш, и я, Христе Твоего веки, аминь. Владыка Христе, может, за великого Владетелю всех, благодарю Тебя всех, я за весь славу звонил, я в причащении причастных ударяющих Твоих дай. Молю Тебя, Падре, человека, Духе, сохрани меня под кровом Твоим, и все крылу Твоей, и даруй чистую совесть, предав до последнего моего издыхания, достойно причащаться святых Твоих благословений грехов и жизнь вечную. Ты просит Тебя, животный источник святых и благодати Твоих, и же славу высылаешь, со Церковь Святым Духом ныне и Христе во веки веков. Аминь. Да, выпиши мне плод Твоей воли, помни свое время, достойно хотя молитвы меня, Садитель мой, Патер мой, Господи моя, Рука, составу душеву сердце. Свободи верным всех Твоих прегрешений, душу очисти от святого мышления, составу Твоей святых, Купечу, Господи, простую печись, всех поместных Господи, страху Твоему, Христу покориться, подержи, сохрани меня, всякими делами, словом, светлым, очисти от моих красивых, Твоих разуми, просвети я, покажи мне Твои синахити, на которых не к тому селению греха, дай как только думал вода просвещения, якому я меня верю, всяк, надеюсь, всякую страсть, молитве Тебе приношу вся святые, Ты на начале бесплодных медведей за его временное апостолы, символ Твой бесмерную чистую Матерь, их же мать благословен евреи, Христе мой, сыном смерти, делай Твоего на Тебя. Ты боишься освящения, и Ты ненавидишь славы, светлость, и Тебе не попадался, как Бог владык, стал посылаешь на всякую время. Дело Твое святой, Господи, Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, и врачевательство восстановления грехов. Будьте же мне благодарение всех, радость, здравия и силы, страшное же второе пришествие Твое, славы, мягкое Христа, небесную славы Твоя, молитвы пречистая Твоя Матерь и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помрачения мои я души, надежда покоя, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господи, Беломейский, достойного причастника, выйти причистника тела и честной крови Сына Твоего, но прочее истинный свет посвяти мое умное очи сердце, я за источник бессмертия Божия, разразоривший светлых грехов. Я же милостивого Бога и благословенная Мать, помилуй меня и дай помиление и крушение сердца моего, и смирение в мыслях моих, воззвания к людей и помышления моих, и подобно до последнего издыхания, я сужденно принимать и предвещаю освящение, в исцеление пожирей тела, и подальше средств покаяния исповедания, в этой вместе спать во всякие живота моего, яко благословенное преблагословенный Иси, во веки аминь.
Thank